Новогодние сюрпризы продолжаются. Сегодня в рамках акции «Елка желаний» республиканский туберкулезный диспансер получил инвалидную коляску для пациентов. Вручили подарок депутат Государственного совета Владимир Косов и руководитель регионального исполнительного комитета Коми-отделения партии «Единая Россия» Ольга Сычугова. Анастасия Тюрнина расскажет о надобности этого подарка. Новогодний подарок еще в коробке. Совсем скоро его раскроют и оценят. Такому презенту в туберкулезном диспансере очень рады. Здесь 5 отделений, все они находятся на разных этажах. Старые инвалидные коляски постоянно ломаются. И санитаркам приходится носить больных на себе. Нуждаемость в передвижении маломобильных пациентов существует, потому что на разных этажах расположены компьютерный томограф, рентгенологические кабинеты, кабинет ультразвуковой диагностики тот же. Поэтому, когда надо человека, скажем, отвезти даже после операции из реанимации, скажем, на 4-й этаж, с 5-го на 4-й, уже нужна каталка. Перед Новым годом волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса обратился младший медперсонал тубдиспансера с просьбой приобрести инвалидную коляску для пациентов. Волонтеры посоветовали написать письмо с пожеланием поучаствовать в партийной акции «Елка желаний». Так, на имя лидера регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Уйба поступило письмо от главврача. Впервые за историю акции к нам обратились работники медицинской организации с просьбой оказать содействие в приобретении коляски для транспортировки больных. Наша партия, волонтерский центр, заявку рассмотрели, безусловно, поддержали. Мы понимаем важность оказания помощи, в том числе медицинским организациям, поэтому оперативно отреагировали и приобрели данную коляску. Одного из самых авторитетных в мире производителей и поставщиков индивидуальных колясок посоветовали специалисты Фонда социального страхования. Главный врач туберкулезного диспансера сам выбрал необходимое средство для передвижения больных. По словам депутата Госсовета, заслуженного врача России Владимира Косова, проблемы с так называемой малой механизацией есть во всех больницах региона. Она облегчает труд, удобство и больному комфортно. Единая Россия нашла такую возможность, и, слава богу, это сделала. А для меня это еще вдвойне приятно, поскольку я связан с противотуберкулезным диспансером уже в течение 52 лет. Отсюда я был направлен после института, и здесь и работал. Правда, в это время не это здание было, другое здание было. И счастлив тем, что могу чем-то помочь фактически своему родителю. Подарок направили пока в одно из отделений тубдиспансера. В дальнейшем новая коляска будет выручать всех без исключения. Анастасия Тюрнина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.